Зарождение статистической деятельности в Абхазии уходит корнями в далекий период первых лет становления советской власти. Еще 27 января 1922 года на заре советской власти в Абхазии по инициативе Нестора Лакоба было создано Центральное статистическое управление, а в 1994 году парламентом республики был принят закон о статистической деятельности в Республике Абхазия. Как отдельное ведомство управление продолжило свое существование уже в 1995 году. О том, как сегодня работает ведомство, нам рассказала начальник управления госстатистики Кама Гогия. На сегодняшний день в управлении госстатистики работает 50 сотрудников. Отделы статистики имеются во всех районах и в городе Сухум. Здесь трудятся профессионалы. Есть среди нас люди, которые работали еще в советское время, люди с большим опытом, с большим багажом. Несмотря на невысокие оплаты и рутинную работу, люди любят свою работу и годами не уходят из этой работы. Работа статистиков хоть и трудоемка, но очень интересна. Именно поэтому в управлении госстатистики Абхазии проблем с нехваткой молодых кадров нет. Я работаю в этой организации с 2014 года. Это первое мое рабочее место. Мне здесь очень нравится. На протяжении 4 лет у меня была возможность повышаться. Наше руководство предоставляет нам возможность обучаться, повышать свою квалификацию, чтобы мы лучше и более качественнее разбирались в нашей работе. С 2009 года управление приступило к проведению выборочного обследования бюджетов домашнего хозяйства населения, результаты которого служат основой для расчета валового внутреннего продукта страны. Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств. Здесь уже учет ведется всего того, что не было учтено там в журнале или в дневнике. Если домохозяйство находится в сельском населении, тогда учитывается еще производственная деятельность. Пока мы за 3-й квартал еще не собрали всю информацию, за 4-й, но уже наблюдается то, что очень много пострадало в сельскохозяйственной продукции. А когда они уже будут отчитываться, там уже картина, конечно, будет видна. О том, как ведется статистика данных демографии и смертности в стране, рассказала старший специалист управления Мимоза Авицба. По ее словам, за последние несколько лет демографического взрыва не наблюдалось. Однако шкала рождаемости медленно, но верно поднимается вверх. Ежемесячно ведется обработка данных, ежеквартально составляются отчеты о количестве родившихся и умерших. Бывают случаи такие, когда показатели рождаемости и смертности не в полном объеме отражают статистику по независящим от нас причинам. Это бывает, когда несвоевременное обращение граждан в органы ЗАГСа за свидетельствами, допустим, о рождении и о смертности. Если в 2016 году численность наличного населения была 243 936, а в 2017 244 832 человека. Это небольшое, но все равно есть рост. Статистические данные, собранные в ходе обследований и переписи, отражаются на ходе планирования, связанного со школами, больницами, дорогами и многим другим. Во многих моментах мы пересекаемся. Это, если говорить и о прожиточном минимуме, мы стремимся к тому, чтобы минимальные зарплаты, минимальные пенсии, пособия были не ниже прожиточного минимума, хотя мы сегодня не достигли такого уровня. Также численность населения по возрастным категориям. Также мы получаем информацию о новых рабочих местах и о том, сколько еще рабочих мест должно создаваться и в каких направлениях и так далее. Статистика является жизненно важным инструментом экономического и социального развития. Чтобы процесс развития протекал успешно, необходим сбор данных и их статистический анализ об уровне бедности, доступности образования, распространенности болезней и многом другом. Статистика является одним из главных факторов, которые учитываются при обосновании практически каждого аспекта бюджетов и социальных программ. Вообще статистика в целом это одно из самых важных направлений в развитии государства, потому что статистика – это история, выраженная в цифрах, опираясь на которую, если говорить о текущем режиме, мы
планируем дальнейшие наши периоды, в том числе и индикативное планирование, и государственный бюджет. Но если говорить о ретроспективе, о динамике, то это действительно, вот если брать статистику за весь послевоенный период или довоенный период, это очень интересная обзорная информация, на основе которой можно делать хорошие выводы о том, как менялась жизнь в нашей стране. Ведь статистика охватывает практически все направления жизнедеятельности нашей Абхазии. Статистика пронизывает все аспекты современной жизни. Она служит основой для многих правительственных решений в сфере предпринимательской и общественной деятельности. Она дает информацию и представление о тенденциях и силах, которые влияют на нашу жизнь. Наала Ковиль, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.